18 новых автомобилей сегодня получило государственное предприятие «Кыргызпочтасы». Ключи от машин курьерам службы вручил вице-премьер-министр Замирбек Аскаров. С новыми машинами у ведомства теперь начнут работать и новые сотрудники, водители, которые смогут выполнять свою миссию за рулем. А поддержку в получении транспортного средства оказал Всемирный почтовый союз. Все о новых фургонах «Кыргызпочтасы» у Айзады Орунбаевой. Вот такие машины сегодня получила «Кыргызпочтасы». Их общее количество составляет 18. Грузоподъемность от 500 до 1000 килограмм. Сегодня мы увидим первую их поездку. Ключи от новых спецмашин торжественно вручил генеральному директору Марсу Наспекову вице-премьер-министр Замирбек Аскаров. Почта играет весомую роль в развитии социальной части страны. Поддержка в реализации почтовой деятельности является одной из основных задач правительства. Сегодня у нас в Кыргызпочтасы функционирует 922 многопрофильных объекта. Ведется активная работа для улучшения связи в стране в виде госпредприятия Кыргызпочтасы. Если остановиться на одной из проводимых работ в этом направлении, это 363 установленные информационные киоски по всей республике. И, как вам известно, с началом функционирования этих киосков обслуживание населения упростилось в разы. Но сегодня я хочу поздравить нашу почту и желаю, чтобы эти машины послужили улучшению, развитию и оперативности нашего почтового предприятия. 18 автомашин «Лада Ларгус Фургон» теперь будут служить госпредприятию. Новые сотрудники службы уже ознакомились с своим транспортом и готовы отправиться работать. Устроился недавно, машина новая. Чтобы, как говорится, удобство, быстрее, курьерам почта, доставка быстрее, чтобы дома была. Сейчас уже цивилизация уже вперед идет, по качеству хорошая, 2019 года, удобная, экономичная. Новая, всегда новая машина. Претензий нету, хорошая машина, все есть у них. GPS, навигатор есть. Кыргызпочтасы получила транспорт не случайно. Так, в ходе сессии Совета почтовой эксплуатации Всемирного почтового союза в прошлом году глава предприятия презентовал проект улучшения качества доставки почты на территории Кыргызстана. На сессии этот проект был одобрен, и из средств фонда улучшения качества службы ВПС были приобретены 18 автомашин, которые передали для осуществления доставки почты. Нам удалось сюда пробиться и презентовать наши проекты дальнейшего развития Кыргызпочтасы генеральному директору Всемирного почтового союза господину Бишар Хусейну. Он нас услышал, он нас поддержал. В рамках этой дискуссии он поддержал у нас два проекта. Первый проект — это, конечно, выделение автомобильных средств, это для улучшения качества доставления почты. Второй проект — это автоматизация нынешних наших платежных систем. Нам выделено $120 тысяч грант. Мы уже в этом году начнем осваивать. Они переданы, чтобы улучшить качество доставки с международных торговых площадок в Кыргызскую республику и с Кыргызской республики обратно в международные площадки. С условием, что мы будем улучшать качество услуг, но безвозмездно. Отметим, Кыргызпочтасы отвечает за эксплуатацию почтовых служб и выполняет обязательства, вытекающие из акта Всемирного почтового союза. К слову, в этом году предприятие отмечает и празднует 25-летие со дня образования и 145-летие со дня образования Всемирного почтового союза, в состав которого наряду с Кыргызской республикой входит еще 191 страна мира. Айзада Орунбаева, Бакет Мамацаев, Пирамида.